Более 450 миллионов рублей получит Якутия на строительство и реконструкцию дорог регионального и местного значения. Перед жителями поселков Витим и Пеледуй Ленского района стоит острая проблема с доставкой почты. Как решить этот вопрос? Новоселье отмечает школа номер 25 в Якутске. С места событий наш корреспондент. Это новости в прямом эфире, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Росавтодор выделит 454 миллиона рублей Якутии на строительство и реконструкцию дорог регионального и местного значения. Речь идет о 58 километрах автомобильных дорог. Это стало возможным после подписания соглашения между Росавтодором и правительством республики. Субсидии направляются на строительство и реконструкцию дорог общего пользования с твердым покрытием. Согласно одному из главных требований, дорога должна вести от сети автомобильных дорог общего пользования к близлежащим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В рамках подпрограммы дорожные работы пройдут в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Татинском улусах. 6 компаний заинтересованы в проекте газопереработки в Якутии. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на встрече с редакторами республиканских СМИ. По словам Айсена Николаева, по оптимистичному сценарию первые продукты производства должны появиться к концу 2022 года. Это серьезно повлияет на рынок топлива, добавил глава Якутии. Реальное снижение цен может достичь 18% при реализации проектов переработки. У нас на территории республики нет ни одной заправки от крупнейших нефтяных компаний, ни Роснефти, ни Лукойла. В результате этого у нас одни из самых высоких цен на бензин. Мы это все видим на ценниках Саханнефтегазбыта, Туймада нефть, Сибоя. И это можно преодолеть на самом деле экономически только одним способом. Создать здесь собственное производство. Но так как нефть у нас все-таки добывается ограниченное количество пока что, так мы все-таки считаем, что лучше идти в части газопереработки и создания топлива из газа. Все эти механизмы сегодня уже отлажены, они в мире действуют, могут работать на территории нашей республики. И поэтому, когда эта идея прозвучала, она мне казалась немножко такой оторванной от жизни, но, как показала жизнь, на самом деле инвесторов, интересующихся данным проектом, много. И то совещание, которое Юрий Петрович Штутнев провел здесь в пятницу, на нем аж 6 компаний с теми или иными проектами как раз по газопереработке заявилось. Стоит отметить, что все больше крупных проектов уже воплощаются в жизнь. Так, сегодня новоселье отмечает школа номер 25 в Якутске. Объект построили на месте старой школы в рамках государственно-частного партнерства. В этом здании школы находится наш корреспондент Саргалана Федорова. Саргалана, добрый день. Расскажите, на сколько учеников рассчитана школа и какие условия в ней созданы? Приветствую, Анастасия. Новая школа в 3 раза больше прежней, имеет площадь более 6000 квадратных метров, рассчитана на 350 мест. Здесь будут учиться ребята с 5 по 11 классы. Они будут обучаться в одну смену. Для них созданы все условия для всестороннего развития. Есть компьютерный класс, читальный зал, кабинеты военной подготовки, классы национальных культур, 2 физкультурных зала. Школа полностью готова к приему учеников. Отмечу, что школа построена в рамках программы государственно-частного партнерства. И эта школа стала 7-м по счету объектом в Якутске, который построили в рамках данной программы. Анастасия. Саргалана, большое спасибо. Будем надеяться, что теперь ученики новой школы будут с удовольствием грызть гранит науки. А я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Федорова. К другим темам. Перед жителями поселков Витим и Пеледуй Ленского района стоит острая проблема с доставкой почты. Все дело в отсутствии транспортной логистики. Добраться до этих поселков можно только рекой. Летом по воде, зимой по зимнику. На технологическую дорогу нефтегазоперерабатывающие компании не пускают машины Почты России. Анна Кожевникова разбиралась в проблеме.
До Ленского отделения Почты России почтовая корреспонденция, посылки и бандероли поступают своевременно, а вот до отдаленных населенных пунктов Ленского района они приходят с опозданием. Для жителей почти десятка населенных пунктов Ленского района река стала единственным путем, по которому можно добраться до райцентра летом по воде, зимой автозимником. Этим же путем доставляют и почту. 15 марта в республиканских СМИ появились материалы с жалобами жителей на задержку посылок и бандеролей. Мы решили выяснить, в чем причина. Почта в населенные пункты Витим и Пеледуй доставляется по расписанию раз в неделю по понедельникам ведомственным автотранспортом. За период 18 февраля по 18 марта по ведомости учета отправлений в Витим и Пеледуй было доставлено 407 посылок. Задержки доставки почтовых отправлений носят временный характер на период ремонта автотранспорта. А на период межсезонья, как сообщили в головном офисе Якутска, Почта России заключает договор с авиатранспортом. Вот только жители Пеледуя отмечают, что проблема не носит временный характер. Посылки теряются систематически. Мне не пришли 2 посылки с Китая. И я уже потеряла их номера с августа месяца. Это первое. Во-вторых, вы знаете, может быть, и не потеряла бы, может быть, как-то нашли извещение, нам никто не приносит. Хотя чаще всего дело не в доставке вовсе, а в неорганизованности рабочего процесса. Посылки-то приходят, но вот получить их удается редко. Создаются очень большие очереди. Почта работала по 2 часа в день. Несвоевременная доставка газет. И большая очень текучесть кадров. Очень большая. Вы даже не представляете. Операторы меняются фактически через 2 месяца, это точно можно сказать. У нас не принималась подписка, вы представляете, не принималась из-за того, что у нас не работали компьютеры, то есть программы нет. Как это, где это видно 21 век? Обращались к вышестоящему руководству Ивленска в Мирный безрезультатно. Написали письмо местным депутатам. Нами был направлен депутатский запрос начальнику Мирнинского почтамта Гавриловой и директору УФПС Республики Саха Якутия Суслову Андрею Владимировичу. Но в ответе, который был получен почти через 2 месяца, республиканское руководство Почты России обратилось к местным депутатам с просьбой помочь в подборе кадров, так как выехать не могут из-за трудной логистики. Так и получается, что труднодоступность населенных пунктов все же причина некачественной работы почтовых отделений. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Алданском районе наметилась тенденция роста смертности от туберкулеза. Причина в большинстве случаев в позднем выявлении инфекции. В 70% случаев диагностируются запущенные формы. Важность ежегодного флюорографического обследования понимают не все. Продолжение темы у наших алданских коллег. Чем меньше урона инфекция успела нанести организму, тем эффективнее будет лечение, говорят фтизиатры, напоминая о необходимости ежегодного прохождения флюорографического обследования. Туберкулез остается одной из самых опасных инфекций. На начальных этапах ее можно выявить только с помощью медицинской диагностики. Флюорографию необходимо всем проходить в сроки, как ежегодно, для поддержания и проверки здоровья. Это очень необходимая вещь. Эпидситуация по туберкулезу в Алданском районе характеризуется положительными тенденциями. Показатели по заболеваемости, по излечиваемости и уровню рецидивов улучшаются. Между тем, в последнее время наметилась динамика к росту смертности. Смертность по итогам, 2 последних лет не столь высокая. Она снижается, но в этом году наблюдается некоторый рост. Тенденция возрастающей смертности напрямую связана с поздними выявлениями инфекции. В Алданском районе в 70% случаев диагностируются запущенные формы туберкулеза. Более половины заболевших являются бактериовыделителями. В ряде случаев туберкулез обнаруживается случайно. Буквально недавно был выявлен случай туберкулеза у больного, который был доставлен машиной скорой помощи в приемное отделение. Был накануне избит. При дообследовании у него выявлен был запущенный туберкулез. Туберкулез распространяется воздушно-капельным путем. Инфекция не является высококонтагиозной. Заражение происходит при длительном контакте с человеком, у которого болезнь находится в активной форме. При отсутствии лечения больной умирает через несколько лет. Хотелось бы, чтобы флюорографические обследования проходили хотя бы 95% населения.
тогда можно проблему с туберкулезом решать еще успешнее. Фтизиатры отмечают, что среди впервые заболевших основную часть составляют мужчины. У женщин инфекция встречается реже. Туберкулез не приговор, но лишь при соблюдении ряда условий, главное из которых – выявление болезни на ранней стадии и своевременное комплексное лечение. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Проблема бездомных животных остро стоит во многих городах нашей страны. Нейрюнгрин не исключение. С наступлением весны горожане вновь опасаются случаев нападения агрессивных собак. В столице Южной Якутии стартовал двухмесячник по регулированию численности безнадзорных животных. Он продлится до 15 мая. Для координации и взаимодействия по организации и контролю проведения двухмесячника утвержден состав рабочей группы. Будет проведен сбор заявок и жалоб от населения о фактах нарушения правил содержания собак, кошек и экзотических животных на территории города. Будьте очень внимательны, потому что той подрядной организации, которая занимается этими вопросами, ей довольно-таки сложно, если вы выпускаете своих животных без соответствующего надзора за ними, без поводков и без всего, то, что предусмотрено правилами выгула собак. Здесь могут возникать вопросы, касающиеся, если мы будем отлавливать ваших животных. И вообще я хотел бы сказать, что почему каждый год огромное количество животных мы убираем с улиц города. Потому что самая главная проблема – это наши жители нашего же города. К сожалению, не все граждане города, не все жители города относятся должным образом к собственным животным, питомцам. Всемирный день театра установлен в 1961 году и ежегодно отмечается 27 марта. Традиционно он проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Международный день театра – это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра. Это и праздник миллионов неравнодушных зрителей. По случаю этого дня в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей. В этот день в Якутске почитатели искусства познакомились с профессией сценографа. Ученики 27-й школы культурно-эстетического направления встретились с главным художником Русского драматического театра имени Александра Пушкина Николаем Поповым. На протяжении 40 лет он создает декорации, костюмы, подбирает мебель и предметы для интерьера сцены. Конечно, профессия театрального художника очень сложная. Раньше их считали просто декораторами или художником театра в лучшем случае называли. Потом в середине 60-х, 60-х стали именовать сценографами. И там вот наряду с главным режиссером или просто режиссером-постановщиком работает художник театра. И сейчас по праву мы завоевали право называться сопостановщиками в театре. К этой минуте у меня вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.